Я вообще не профессиональный лектор. И никогда лекции не читал. Это просто вам сказали. Я просто расскажу вам, если вам это интересно, значит, о виноделии Абхазии. Я не буду уходить далеко, там вы читали, наверное, когда в древние времена, как было, когда выращивали виноград здесь, в Абхазии. Это уходит вглубь тысячелетий. Это известное дело. А я вам расскажу, я могу и коротко и это сказать, если вам интересно. Значит, в древнейшие времена вот виноградарству Абхазии порядка 2000 лет. То есть виноград в Абхазии, нам, Апсуа, он известен, не просто известен, выращивали даже 2000 лет тому назад. Он известен. То есть Абхазия входит, порядка, наверное, в 5 стран, плюс-минус, я, может, ошибаюсь, в мира, где выращивался виноград еще до того, как во Франции его даже знать не знали, что вы знаете. Франция – это очень молодая относительно абхазского виноградарства и виноделия. Но, к сожалению, мы отстали, французы опередили и так далее. Значит, то есть вот коротко, что я вам сказал по древности. Теперь о современном виноделии, о том предприятии, на котором вы находитесь. Здесь вообще виноделие Абхазии, основа виноделия Абхазии, промышленного виноделия, идет от Смецкого, чтобы вы знали. Слышали такую фамилию? В Гулеривших стоит, есть винный заводик такой небольшой, винный завод. И в 900-е годы, это первый человек, который создал винный завод, который начал выращивать винограды сортов абхазских, Качи-Чах, Бачао-Сархуа. Вы не слышали, да? Слышали такие названия? Вот. И потом пришла советская власть, у него забрали этот винный завод, и он вошел в систему Абхаз-Винтрест в 1924 году. Вот как раз здесь прозвучало, что нам на следующий год исполнится 100 лет. Столетие. Мы, конечно, будем отмечать, и все будет на должном уровне. Вот. Значит, что это было? В 1924 году тогда Совет министров не назывался, он Совнарком был. Вот, по постановлению Совнаркома, значит, создали Абхаз-Винтрест. Туда входили вот как раз завод Смецкого, и были еще небольшие кустарные предприятия. В Сухуме, прямо в центре города, это вот там напротив парка Славы, там и до сих пор это здание существует, там была контора, вот, и все это очень... В Гудаутах был, будем говорить, относительно неплохой завод, да, и в Гаграх. Это вот сейчас называется Цандрёпщ. Когда-то Гантяди, Цандрёпщ, там был завод. То есть вот что представляло из себя в то время того периода виноделия Абхазии. То есть собрали, соединили, объединили вот эти кустарные, будем говорить, предприятия и назвали его Абхаз-Винтрестом. Потом он переименовался почему-то в Абхаз-Винсад. Но это не самое главное. Главное, что была создана система промышленного виноделия. По тем временам она была относительно передовая. Вот. Но самый главный удар на себя брал, я извиняюсь за слово «удар», значит, основа была все-таки там вот у Смецкого, первые. Там продолжалась вот эта система производства вин, разлив в бутылки, названия были, там наши абхазские Качи-Чах, Циндао-Сархуа, там и так далее, и так далее. То есть он создал, и советская власть его отблагодарила, у него, я уже пересказываю, забрали этот завод. А потом,
Ну, шло, знаете, как кустарное производство. И особый расцвет, относительно особый расцвет, все-таки получило в 33-34 годы, когда был Нестор Аполлонович Лакоба. Знакомая фамилия, да? Вот в его период были созданы не только виноделие, и был создан табачная промышленность, консервная промышленность. Это в период вот Лакоба. В 1936 году это объединение уже имело под собой плантации виноградников. Это в основном, вы чтобы знали, это в Гудаутском районе происходило. Это села Ачандара, Хуап, Джирхуа. Вот там почему-то так произошло, что там больше занимались виноградарством и виноделием в той зоне, в той стороне. И вот производили разные сорта вин. Вот в эти 1936 год. Теперь я возвращаюсь. Возвращаюсь к чему? Значит, вот в те годы уже начал свою винодельческую карьеру Николай Батович Ачба. В те годы, это в 30-е годы. Он родился в 1904 году в селе Ачандара, в доме князя, а не князья, ачбовцы. И уже молодым человеком, ну, ему лет 20, я с его слов вам рассказываю. Мне посчастливилось потом с ним работать даже. И вот он лет в 20 уже занялся. Ачандара был очень-очень виноградарский регион такой. Там интересный виноград выращивали, качей, чахбажи и так далее. И вот он лет в 20 уже сделал какое-то производство небольшое в селе Ачандара. И очень интересные вина, как он рассказывает, по тем временам. И потом его пригласили в Гагры. В Гаграх он организовал винный завод. Уже в Гаграх. Вот. И там он стал главным виноделом. Ему было лет, как он мне рассказывал, лет 24-23 годика было. Ну, молодой парень. Вот. И вот с того времени он привязался настолько к виноделию, что потом вот его имя сейчас до сих пор звучит. Далее, значит, вот в те годы, когда он там работал, в Гаграх, Гагра было одно из мест, которые посещали выдающиеся артисты Советского Союза. Я вам рассказываю 30-е годы. Это, вы знаете, там самые выдающиеся киноартисты отдыхали там и так далее, и так далее. Я не знаю, вы, наверное, не смотрели, фильм такой есть, «Веселые ребята» называется. Вот. Он с ними дружил, он был очень-очень такой необыкновенный, какой-то вот красоты человек. Я вам покажу его фотографию. Вот посмотрите, передайте. Вот это он, в центре, конечно, и это он. Такие люди не могут быть плохими. Вот всем покажите, вот в центре он стоит, а я рядом с ним, я тогда молодой был. Это какой-то 60 какой-то год, 67-й, наверное. И вот в эти годы началось, он создал тогда, в те годы, букет Абхазии. Знакомое вино, да? Вот он автор. Он создал вместе с одним крестьянином по фамилии Хагба, Ачандарский. Хагба такой был, Вахайд Хагба такой. Он сам мне, Николай Батович, рассказывал, но вот это вот вино, оно десертное. Вы понимаете, да, вот какое десертное, какое... Да, что такое десертное? Это почти сок, в него добавляют спирт, чуть сброженный сок, в него добавляют спирт и сбраживают, ну и получается вот десертное вино. Оно пользовалось, многие артисты, даже потом, они Абхазию называли букет Абхазии. Да, вот настолько это было популярное вино. Он, работая уже в Гаграх, был приглашен уже в управление суда в Сухум. В Сухуме было руководство, было управление. Это был 1936 год. Видите, как я далеко вам рассказываю.
Генеральным директором этого объединения был мой дед, моей матери отец. Да. А Николай Батович, Николай Батович отец и моего деда мать, родные брат и сестра. Видите, как я попал куда? И они создали очень уже здесь, в Сухуме, в Абхазии, очень в 1936 году создали систему. Уже, значит, улучшилось качество вин, будем говорить, и так далее, и так далее. В общем, это длинная история. А потом пошли гонения. После смерти Лакоба, ну, вы, наверное, знаете его, как известно, его отравили и так далее. И вот с 1936 по 1938 год, вот мой дед, и вместе они работали с Николаем Батовичем, ну, был большой коллектив по тем временам. Я все вам рассказываю со слов самого Николая Батовича. А потом пошли гонения, и, значит, в 1938 год, я говорю, уже перехожу, да, мой дед ему сказал, что тебя будут арестовывать, Николай Батович. Он вынужден был покинуть, и там они нашли одно место, куда уйти, в Россию. То есть он, можно сказать, эмигрировал, Николай Батович. Это было в 1938 году. Я вам расскажу, значит, дед мой, это я хорошо знаю, он рассказывал, он меня, говорит, посадил на корабль под другой фамилией, вообще там какие-то бороду приделали ему и так далее. Так было. Он ушел, а моего деда через 3 дня арестовали и расстреляли. За неделю. Ни суда, ни следствия. Взяли и все, ну, все, понятно за что. Приписали, что они были соратники Лакоба, там, ну, тогда жизнь такая была, к сожалению. В итоге, проходит какое-то время, началась Великая Отечественная война, Николай Батович работал по хозяйственной части в госпитале в Кутаиси, какое-то время проработал, потом война закончилась, и он уехал работать в Краснодарский край. Он был уже известный. Вот в Краснодарском крае он уже известный был винодел, и его пригласили. Это такая, сейчас город называется, станица, забыл я, сейчас вспомню, станица такая, где он проработал до 1956 года. В 1956 году наше правительство его пригласило сюда, в Абхазию, вот, и он стал главным виноделом, уже было название Абхаз «Винкомбинат». Вот он с того времени начал работать главным виноделом Абхаз Винкомбината. Здесь этого предприятия не было. Все было там, где я вам рассказал. Вот там контора была, вот это вот напротив Парка Свободы, Парк Славы. И там был розлив вин. Знаете, какие вина были? В основном это грузинские вина были, а наши вина букет Абхазии всего лишь только. Букет Абхазии. Вот Николай Батович первый человек, который создал школу производства наших уже абхазских вин. Это в первые же годы это был где-то, как он мне рассказывал, в 1957 году он создал лохны. Он ачандарский же был. Он очень хотел, чтобы вино, оно не лохны называлось, тогда было наше правительство, и он хотел его назвать Ачандарой. А ему сказали, знаешь что, Ачандара, а Лохны – это царское такое имя. Ну, понятно, Лохны есть Лохны, что там говорить. Он согласился. В итоге назвали это вино Лохны. Он очень переживал, он мне рассказывал. Проходит какое-то время, после этого он создал вино Псоу. Знаете эти вина, да? Это все происходило до 60-х годов. Вот Псоу, Лохны. Ну, Псоу он не хотел назвать, потому что оно белое было, а он хотел, чтобы Ачандара было красное вино. И вот теперь я приближаюсь к тому времени, когда я начал здесь работать.
Он был очень уже известный вот в среде. Я учился, я окончил институт в Москве, факультет виноделия Московского института. И наши профессора все знали его и всегда спрашивали у меня: ты его знаешь? А я его действительно знал до того, я еще до студенчества, я его знал, потому что мы были близкие родственники. Я уже рассказал, что мой дед и он родные, двоюродные братья. И когда я говорил, что я его очень близко знаю, они удивлялись, что, говорит, там... Но он был очень известный и популярный человек. И когда он приезжал в Москву, там бывали какие-то конкурсы, а мы были студенты, вот так же, как и вы, я когда-то же учился, и нас приглашали на вот эти молодых специалистов, чтобы мы видели, как идет конкурс, как проходит, и все. Я свидетель того, как Николая Батовича принимали вот эти выдающиеся ученые-виноделы Советского Союза. Это люди были не просто Советского Союза, а с именем европейского уровня. Это очень большие доктора наук и так далее. И вот Николай Батович, кстати говоря, он не окончил никакого вуза. Он окончил церковно-приходскую Гагарскую школу. Но у него был какой-то, вот вы знаете, от Бога. Вот он так разбирался в винах, я всегда удивлялся. Он был необыкновенно, вот здорово знал все это дело. Вот. И когда я окончил институт, меня направили, даже не спрашивали. Сказали: к деду твоему мы тебя направляем. И меня в 1965 году, в январе месяце, 15 января, я стал работником Абхаз-винкомбината. Сколько лет? 58, да? Годиков. Вот. И вы знаете, я когда начал работать, он меня сразу, он говорит: знаешь, что этот диплом, он мне вообще не нужен, говорит. Спрячь его куда хочешь. Я говорю: а что я буду делать? Он говорит: что я скажу, то и будешь делать. Он меня загнал в такую, ужас, тяжелейшую работу. Рабочим я работал. Там надо было, когда виноград приходит, тогда, знаете, и техники такой не было. Надо было лопатой вкалывать, это делать, то делать и так далее, и так далее. И я, честно говоря, первое время думаю: да будет они, ладно, не хочу я ни виноделия, ничего. Запахал дед меня, и так далее. А потом он стал меня переводить из одного производства цеха в другой, туда, обкатывал все время меня. И все удивлялись, что он от тебя хочет. Я говорю: я сам не знаю, что он от меня хочет. Но он, работая там, вот в Краснодарском крае, он привез сюда, когда его переводили, он привез сюда несколько человек, своего сына. Дальше такой Лакоба Виссарион Антонович, вы их не помните, потому что их уже в живых нет. В общем, команду наших абхазских ребят, которые окончили в Краснодаре институты. И он создал целую школу производства, а именно вот, чтобы был почерк чисто абхазский. У него он больной был на эту тему. В Грузия была очень известная по тем временам, и он мне все время говорил: ты знаешь, я так завидовал им и думал, я должен сделать лучше. И вот он, создав целую бригаду ребят, молодежь, может, вы знаете, она и жива, здорова, Пиле, Нелли, такая есть, ей уже 92 или 3 года, очень много. Целую команду он создал, и получилась такая команда, которая могла уже воплощать в жизнь его мечту. Он очень хотел, чтобы были абхазские еще полусладкие вина. И вот я попал тоже под это колесо. Это все не так просто было. А он, будучи очень известным человеком, его идеи все поддерживались в Москве, везде. Так вот, он после этого уже... Вы знаете такое вино, вот я уже участвовал
вино Апсна. Ижемдырой? Да. Вот там я уже участвовал, он меня вовлек в это дело, и Апсны создавалось, оно создано было в 1968 году, Апсны. Он тоже хотел это Апсны красное вино, он хотел Ачандарой назвать, а опять в правительстве вызвали, говорит, нет. А он спрашивает, это он мне говорил, он говорит, так, я уже участвовал, я знал эту тему. Он пришел такой грустный и говорит, слушай, говорит, не дали мне назвать Ачандара. Я говорю, а что, Николай Батович, Апсны назвали. Валерий Борисович, вы нам расскажете секрет? В итоге есть сейчас в линейке вино, которое Ачандара называется? Есть. Есть. В каком году вы его создали? Это я уже, когда он умер, я после его смерти сделал, назвал Ачандарой, да. Это какое? Я сделал. А? Какое оно? Красное, белое? Это красное шампанское. Вот которое красное шампанское, вы знаете, мы называем его это Абхазия там, и так далее. Это прототип Ачандары. Я не хочу вдаваться в эти подробности, но я все-таки довел его мечту. Я потом буду более последовательным. Значит, когда Апсны создалось и так далее, надо сделала, надо его защитить. Вы знаете, какая сложная система была в советское время? Это ты должен поехать, мы же в состав Грузии входили. Мы ездили, вот я поехал, он уже болел, он говорит, ты поезжай и будешь там защищать, вот это там надо было знать, что сказать и так далее, и так далее. И вот Апсны дали ему разрешение на массовый выпуск, в производство. Потом мне пришлось полететь в Москву, там целые экзамены. Вы же знаете, как проходишь вот прямо сложные этапы. И после этого у него снова появилась еще одна идея сделать какое-то белое вино. Я же рассказываю вам, полусладкие. Вот в мире потом пошла мода на полусухие вина. Значит, что такое полусладкое вино? Натуральное полусладкое вино – это вино, у которого своя родная сахаристость от сока. Вот сок бродится, сбраживается, и мы ловим на 5%, до 5% опускается, то есть вы же знаете, да, сахаристость превращается и получается спирт, и до 5%, а потом уже от 3 до 5. Вот это надо было улавливать, и мы это делали полусладкое. А тут вот к нам приехал главный винодел Советского Союза, к нам много приезжали, он порекомендовал нам сделать полусухое. И вот тогда мы с Николаем Батовичем уже, я у него как писарь был, я все время там, везде он меня возил, водил там и так далее. И мы задумали задумал, конечно, сделать полусухое вино. Вы знаете, такое вино называется анакопия. Знакомое, да? Но мы его не могли назвать Ачандарой, потому что оно было белое. У нас уже все, у него настроение упало, он говорит, не хочу. Вот, и он, бедный, так и ушел из жизни, не видя, не увидев, как мы выпустили уже анакопию. Вот. В 1970 году, он еще жив был, и в Ялте проходил огромный международный конкурс вин. Я с ним поехал. Поехал я, еще вот был Игорь Арджения, такой он умер уже у нас, Лыхнинский, мой друг был, коллега. И там мы получили, вы представляете, Абхазия, кто там, большую серебряную медаль мы получили. Такая радость у Николая Батовича была, вы не представляете. Вот. И потом он заболел, он ушел из жизни в 1972 году. В 1972 году он ушел из жизни, ему 68 лет было всего лишь. Но он так много сделал, он поднял имя и авторитет нашего абхазского виноделия до европейского уровня. Мы везде участвовали. Я совсем молодой, когда-то же был молодой, и он меня посылал на разные конкурсы. Я где только не был. Там Братислава там и в Европе,
Везде, везде и везде нас знали, конечно, благодаря вот этого человека, Николая Батовича. Он какой-то был особый, он редкий был человек. Вы знаете, вот в человеке должно быть что? Первая доброта. Потом знание своей профессии. Это очень важно. И потом он был страшно коммуникабельный человек. Вот его вы видели его фотографию? Вот такой не может быть некоммуникабельный. И одна его улыбка чего стоила. Он вот прямо раз, и все влюблялись в него. И вот благодаря него и сегодня мы то, что делаем, всегда оно с нами его имя. Он написал завещание на меня, что я умираю, и меня назвал, чтобы я продолжил. Ужас. Все. Слушаю вас. Теперь задавайте вопросы, если я отвечу. Валерий Борисович, такой вопрос. У вас есть вино Эшера, красное полусухое. Почему Да. так называется? И в каком году было создано? Почему интересует? Потому что я сам села Эшера, и интересно мне. Значит, мы выпускали Псов, я вам рассказал, букет Абхазии и так далее. Да? А потом, когда создалась, это после войны происходило, после войны, вот этой нашей войны, значит, возник вопрос, запрос пошел, мы отправляем отсюда вина только одной фирме. Она называется «Мистраль Алко». Мы не бегаем по магазинам, мы им посылаем все партии им, а они потом развозят по всей России. Хотите Магадан, Сахалин, где только наших вин нет. И когда они заявку сделали, они попросили, добавьте еще несколько наименований наших вин. Вот. Ну, поскольку я главный винодел, и вообще у меня был опыт там и так далее, и мы начали, уже был Владислав Григорьевич, конечно, и мы советовались. Я родом из Афона, я и до сих пор живу в Афоне. Он говорит, вот ты знаешь, эгоист, говорит, ты взял, говорит, Анакопии назвал, говорит, вино в честь Афона, говорит, а мы, эшерцы, что, не заслужили? И я сразу это взял на вооружение. И второе вино, которое мы вместе с Владиславом обсудили, это вино Чегем. Чегем я сделал, конечно, это Эшера, само собой, назвали Эшера. Он говорит, я не поверю, пока я не удостоверюсь. Приехал сюда Владислав Григорьевич, и здесь мы попробовали и так далее, Эшеру. И в тот же период, Фазилию Искандеру, вы знаете, о ком я говорю, Фазилий Искандер. Вот. У него был, вот должен юбилей быть. И когда вот эту линейку я делал, Эшера и так далее, я решил, я Владиславу сказал, я говорю, Слава, давай он нас собрал многих, я говорю, что мы сделаем? Фазилий Искандер, ему юбилей, кто-то что-то подумать. И я ему сказал, я говорю, я сделаю, я говорю, вино, назову его Сандро из Чегема. Он вот так подумал, сам ты Сандро, говорит, я не люблю это имя. Я говорю, а как ты ходишь? Он говорит, ну что-то другое придумай. Я дня два потом, я говорю, знаешь как, я снова приехал к нему, я говорю, Чегем. И тогда он говорит, а ты согласовал с Фазилем? Я говорю, я с тобой вначале согласовать должен. Если ты согласен, значит, я с Фазилем очень дружил, с Фазилем Искандером. Я взял образцы, поехал в Москву, Фазиль был в Москве, мы попробовали эти вина. Я не помню, кто-то из вас был, я, по-моему, пересказываю это, да? Не рассказывал вам? В итоге Фазиль, я и был такой Анри Джиргей, я не знаю, кто его помнит, он был приближенных людей к Владиславу. Мы вместе поехали к Фазилю, и Фазиль, когда попробовал, он любил очень красные вина. Он мне говорит, Валера, знаешь что, говорит,
мне обидно, говорит, конечно, вино хорошее, говорит, но бросят книги мои читать, все начнут пить это вино чегем. В итоге сделали чегем, а Эшера, конечно, в честь эшерцев. Самое любимое, в принципе, чегем. Чегем. Да, потому что Фазиль был мой собутыльник, и я всегда, когда я поднимаю бокал, я говорю: Фазиль, здравствуй. Мы очень большие друзья были. Ну и другие вина, конечно, Атод сильный, а этот Ашталаша. Красивое же название, Ашталаша. Вот это слово ашта, применительно к вот этим вот к продукции, это я долго думал, как, что сделать и так далее. Все время там ездили во Францию и так далее. Шато, ашта что? И все теперь, когда бывают международные конкурсы, и там приходят к нам, бывает, подходят французы, что? Я говорю: шато нету, ашта есть. То есть вот такие вот истории. В советское время, то есть площадя виноградников, они же были больше, конечно, чем на сегодняшний день. Да. И максимальные были площади. Да, это такая больная тема. Значит, в советское время было 1500 гектар виноградников по всей Абхазии. Это в основном было в Гудаутском районе, там села были, выращивали такие сорта цоликаури. Это грузинский сорт, но он был очень хороший, не потому что сейчас я буду их ругать, а виноград действительно хороший. Вот. И Изабелла в основном. Потом было Чхавери, такое название было. Но в итоге 1500. Мы сейчас тихо-тихо набираем обороты, наша фирма, она называется «Вина и воды Абхазии». Вот. У нас сейчас уже 1000 гектар. Я думаю, года 2-3, и мы еще больше сделаем. А вот вытекает еще один вопрос из этого. То есть вот те вина, которые производились в то время, да, там, ну, понимаю, Изабелла, она и сегодня как бы Изабелла. Вот Анакапия, вот эти вина, они из каких сортов винограда? То есть изменилось сейчас? Конечно, изменилось. Я вынужден был изменять, сейчас объясняю, да. Тогда, когда все это получилось, там война и так далее, конечно, у нас... Во-первых, мои земляки, я не знаю, здесь гудаутцы есть, взяли, вырубили виноградники. Весь цоликаури, основная масса была Чхавери, цоликаури. Изабелла, Рецхан, Хити еле-еле сохранили там, и то это в деревнях было. И когда все это произошло, я увидел, что такое дело. У меня очень большие друзья в Молдавии, потом, вы, может, слышали, такое есть... Он и сейчас жив-здоров, Анатолий Мканович Авицба, он был генеральный директор долгие годы виноделия Крыма. И благодаря него я с ним поехал, вот Николай, Ника уже молодой, Владимирович, поехали туда, договорились, и я переписал все технологии, уже вышел на связь с этими сортами, которые похожи на те, из которых мы делали Анакапию и так далее, и так далее. Кстати говоря, потребитель это не понял. Да. Ну, потому что бренд оставался. Бренд оставался. А потом и технологии тоже мы так подработали, что очень сложно было даже определить. Это вот мы привезли с Крыма или откуда. Мы же, конечно, мы же первое время, у нас сырьевой базы нет, а нам надо выживать. Да. И вот если есть возможность, просто буквально коротко про 85-й год, про сухой закон Горбачева, и как раз вот время, когда в Советском Союзе вырубали, да, там вот да. эти виноградники. Как в Абхазии прошло это время? Что сохранилось? Почему сохранилось? Сколько вы... Я понял, расскажу. Это действительно был сухой закон, и вообще пошло поголовно по Советскому Союзу вырубка. В Молдавии начали вырубать, там вырубать, туда-сюда, там что делать. К нашему великому счастью, сюда приехал отдохнуть в этот год Лигачев. Он был зам Горбачева. Вы знаете, о ком я говорю, да? Горбачев, слышали, да? Вот они вдвоем авторы вот этого вот вырубки виноградников там и так далее. А этот Лигачев, он приехал в Абхазию и отдыхал в Пицунде. Его пригласили в пещеру Афонскую.
А у нас был тогда первый секретарь, такой был Борис Викторович Адлиба. Я не знаю, кто. Вот есть адлибовцы, кто? Ну, первый, он главный человек был. Он меня позвал, и Никинова Николая отца, с которым я работал очень долгие годы, Владимир Николаевич, он говорит: слушайте, а чем их угощать, говорит, его угощать? И я тогда сказал, я говорю: Борис Викторович, давай разбавим эту из лыхны чуть-чуть, сделаем полукомпотик такой, ну, чтобы градус был. Он говорит: слушай, говорит, нас посадят. В итоге был банкет, там в пещере он когда вышел, вы же знаете Афонскую пещеру, там балкон, и выходит красивый там монастырь виден и так далее, и так далее. Там прямо был банкет. Вот. Мы с Владимиром Николаевичем, с Никиным отцом, мы не сидели за столом, мы там все время занимались вот этими делами. Да. А он выпил, он пожилой человек был, знаешь, это ему понравилось. А он такое было, 7 градусов всего было. Ну и хаяст, короче говоря. И он говорит: слушайте, говорит, а с чем вы меня угощаете? Я не понял, говорит. Ему сказали, что это вино называется вот лыхны, Изабелла и так далее, и так далее. И вдруг его осенило. Он говорит: ребят, говорит, ну такое же надо пить. Это точно, я вам дословно говорю. И он, когда я это сказал, наш первый секретарь, конечно, он там был, он сказал ничего не вырубать. И кроме того, он оттуда с балкона, представляете, он выпивший немножко был там, он пожилой был. Он говорит: а это вот как называется Новый Афон? А Афон назывался, Новый Афон назывался поселок городского типа. Он говорит: ну стыдно, поселок городского типа, говорит. А почему не город? А мэр города был, Афона. Мэр говорит, денег не хватает. Там если статус город, значит зарплаты больше и так далее, и так далее. Он говорит: я отвечаю, через неделю, он говорит, назовете Афон, говорит, а я отвечаю, через неделю пришли сюда, в Совет Министров, деньги, и поселок городского типа превратился в город Афон благодаря Лыхны. В гостях у нашего правительства, у советского правительства, был японский император. Я как помню, это Хирохито его фамилия была. И он попробовал, ему дали попробовать лыхны. Лыхны попробовать. Он, когда попробовал, он обратился, это я хорошо знаю эту историю, потому что были здесь люди, которые приехали взять у нас лыхны, представители ЦК. Они приехали, оказывается, ему понравилось, и кто там, Брежнев был, Косыгин, они говорят: мы несколько вагонов. Он сказал: несколько вагонов мне надо. Я возьму такого вина в Японию несколько вагонов. А у нас и 2 вагонов не было. У нас мы тогда мало выпускали. И когда эти приехали, представители их, мы говорим: слушай, у нас столько нету этого вина. Вот. И потом там, как они выкручивались, не знаю, но, по крайней мере, мы организовали поэтапно вот этому вот императору. Я не знаю, как они брали, но они отсюда взяли, а со спецбазы потом отправляли этому японскому императору. Так что, оказывается, потом нам они объяснили, в Японии выращивают Изабеллу. Японцы выращивают Изабеллу. Она немного другая, я потом пробовал ее. Но наша Изабелла чемпион всех Изабелл, это точно. И таким образом мы обеспечили просьбу японского императора. А почему не поднять табачную снова? Почему консервную не возродить? Слава Богу, Джанат хан хотара, мы живем в раю. Хочешь, я не знаю что, чай, хочешь табак, хочешь персик, хочешь хурма, все есть, виноград есть и так далее. Вот если бы была бы, вот сразу вам говорили бы: вот смотри, выбирай. Вы закончили, ты получил диплом, вот выбирай. Есть место там, есть место там, есть место там. К сожалению, наверное, вам будет очень сложно, к сожалению. Я извиняюсь на такой минорной ноте, но будьте все здоровы, Чан Бзела.